Ольга Валерьевна, здравствуйте. О сегодняшней эпидобстановке в республике, пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка характеризуется наличием 115 новых случаев коронавирусной инфекции по данным Управления Роспотребнадзора по республике. При этом в столице города и республики, в городе Якутске выявлено 42 новых случая. И необходимо обратить внимание, что тенденцию роста сохраняет, к сожалению, Мирнинский район, в котором выявлено 24 новых случая. 14 случаев выявлено в Тампонском районе. Я хочу обратить внимание жителей Тампонского района на необходимость усиленного соблюдения требований, которые установлены в соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия, и на недопущение непосредственно его нарушения, которое классически повлекло и возникновение такого количества заболевших. По 6 случаев регистрируется в Алданских и Нерюнгринских районах. В целом еще в 8 районах, и то есть сегодня в целом всего в 14 районах республики зарегистрированы случаи. В 8 районах случаи зарегистрировано от 1 до 5 случаев. Необходимо обратить внимание, что, оценивая ситуацию за январь, а прошел именно полный январь, в целом идет определенного рода снижение в целом по республике. Однако есть ряд районов, в которых непосредственно ситуация остается действительно далеко не стабильной, а напряженной. За сутки лабораториями республики продолжают работать лаборатории как Роспотребнадзора, так и медицинских учреждений. За сутки проведено 1500 исследований, несмотря на воскресный день. Всего с начала пандемии в республике проведено 923 тысячи исследований. На 1 февраля 2021 года необходимо обратить внимание, что получили уже прививку от новой коронавирусной инфекции почти 19 тысяч человек. Я думаю, что сегодня этот порог мы преодолеем. В том числе за сутки прошло, воскресные сутки прошло у нас через вакцинирование 485 гражданина. Вакцинация проводится в городе Якутске и в 32 районах республики. Необходимо обратить внимание, что только 2 района у нас остались без доставленной вакцины: Венобы-Тантайский и Жиганский. Главой республики только что на оперативном штабе дано поручение, с учетом уже сложившейся ситуации, урегулировать вопрос по быстрейшей доставке вакцины, в том числе и в эти улусы. Сегодня активно получают вакцинацию в городе Якутске 7150 человек, в Мирнинском районе больше 1000 человек, в Алданском, Вилюйском и Нюрбинских районах. Меньше всего провакцинировано в таких районах, как Ленский, Булунский, Кобяйский, Верхоянский. К сожалению, меньшее количество вакцинированных, уменьшилось количество вакцинированных в Горном и Усть-Алданских районах. Необходимо обратить внимание, что вакцина является способом предотвращения и распространения коронавирусной инфекции. И, соответственно, сегодня непосредственно все медицинские учреждения республики, а у нас создано уже около 500 прививочных бригад, направленных на то, чтобы проводить вакцинацию населения. Анализ провакцинированных граждан на территории республики показывает, что в основном вакцину прошли медицинские работники, работники учреждений образования, работники социальной сферы. А 4-е место среди провакцинированных занимают работники учреждений, работающих с людьми. Это как в области питания, так и в области обслуживания населения. Поэтому хотим обратить внимание, что сегодня у нас выделены еще отдельные группы, которые подлежат непосредственно обязательному приоритетному вакцинированию. И это прежде всего наши пожилые граждане и лица, страдающие хроническими заболеваниями. Именно для них вакцина является наиболее важным способом того, чтобы непосредственно прежде всего само заболевание, если оно вообще возможно или возникнет, оно проходило легче и для того, чтобы не заболеть вообще. Поэтому, и, конечно же, мы призываем пожилых граждан и граждан, непосредственно болеющих хроническими заболеваниями, в наши больницы для того, чтобы непосредственно пройти вакцинацию. Спасибо.